Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. 15 января – день рождения Википедии, своеобразной энциклопедии, базирующейся в интернет-пространстве. О разнице между Википедией и энциклопедией, роли государства и редакции, а также о будущем Википедии как универсального справочника мы поговорим с нашим гостем. Это руководитель общественного движения «Википедия Саха», администратор Саха Википедии и Саха Вики-цитатника Николай Павлов. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Главной новостью для всех любителей Википедии в конце прошлого года стало заявление президента страны о необходимости замены Википедии большой энциклопедией, скажем так, такой большой серьезной российской альтернативой. Как ваше сообщество восприняло это сообщение и есть ли разница между принципами создания энциклопедии и вот Википедии в том виде, каком она сейчас есть? Вы знаете, я очень рад этому вопросу, потому что действительно вот это высказывание Владимира Путина имело некоторый такой, ну, скажем так, негативный освещение, негативное. Да? Хотел бы пояснить, во-первых, речь в высказывании шла не о всей Википедии, да? Как мы знаем, их около 300 этих Википедий на разных языках. Речь шла только о русской Википедии, либо русскоязычном разделе Википедии. Да? Во-вторых, речь шла о неполноценной замене этого продукта на другой продукт. То есть уберем одно и вставим другое. Да? Речь шла, скорее всего, по контексту можно заключить, о том, что российская энциклопедия цифровая, интернет-энциклопедия, она должна заменить в некоторых сферах и в качестве источника верифицированного государством как бы информации. А о каких сферах речь шла? Ну, скорее всего, тут, допустим, я могу только предполагать, допустим, чтобы суды основывались на этой энциклопедии, либо, скажем, ну, не знаю, может, армия, допустим, да, могла бы использовать эту информацию, ну, или там, не знаю, какие-то педагоги, ну, вот в таком ключе, да. А что касается второй части вопроса, как отреагировало наше сообщество, Вики-сообщество, ну, по-разному, да, были и возмущенные, конечно, возгласы, но в основном преобладала такая довольно-таки выдержанная и даже радостная такой ответ, поскольку Википедия, она же пишется как вторичный источник информации, она основывается на чем-то, на уже опубликованном. То есть вот эта российская энциклопедия, она будет еще одним достоверным источником, на котором можно будет основываться и писать статьи в ту же самую Википедию на разных языках. А в чем все-таки разница между энциклопедией и Википедией? Ну, на самом деле большой разницы нету. Википедия сама является энциклопедией. Да? Если мы говорим о бумажной энциклопедии, то разница очевидна. Да? Бумажная и виртуальная. Да? Если же мы говорим о цифровых энциклопедиях, допустим, той же российской и той, которая сейчас исполнилась 19 лет сегодня, Википедии, то здесь, скорее всего, разница только в подходах и кто и как пишет. Википедию пишут добровольцы, те люди, которые думают, что они компетентны в этом вопросе, и их очень много. Они делают это абсолютно бесплатно. Да? И за счет вот массовости и редактирования статьи стремятся, все время улучшаются, все время актуализируются и все время улучшаются. Да? А вот такие вот государственные энциклопедии, они пишутся платными редакторами, которые получают зарплату. И это, естественно, обычно одну статью пишет один ученый, и, естественно, в статье будет отражено мнение этого ученого. Основываясь вот, на каких-то да, там научных исследованиях и фактах. Все они, и викимедисты, и писатели такой энциклопедии, они основываются, естественно, на каких-то источниках. Обязательно. Энциклопедия всегда вторичный источник. Ну, то есть вот в контексте выступления Владимира Путина нет предпосылок, вы считаете, для полного закрытия российского сегмента Википедии? Естественно, нет. Это даже следует, знаете, из чего я бы сказал.
В одной русской Википедии пользователей более 2,5 миллионов. Не пользователей даже, а зарегистрировавшихся людей. То есть, которые правили эту энциклопедию. А посетителей? А посетителей в месяц примерно 800 миллионов. Около миллиарда человек каждый месяц только русскую Википедию смотрят, читают, пользуются ею. И мне кажется, что сложно будет как-то с этим этих людей отвадить. Отвадить, да, от такого серьезного ресурса. Да, цифры действительно впечатляют. А Википедия почти 2 десятилетия, 19 лет исполнилось, чуть меньше сроку Саха Википедии. Как за это время изменилась Википедия, Саха Википедия? Да, действительно, общей Википедии, которая началась с английского языка, сегодня исполняется 19 лет. Нашему проекту в мае этого года будет 12 лет на саха-языке. Действительно, конечно, за эти годы меняется и сама Википедия. Она уточняет некоторые вещи, подходы к тому, как это все организовывается. Да? И еще хотел сказать, что Википедия это же не только сам продукт, сама энциклопедия, это сообщество людей. Вот это сообщество людей, редакторов и людей, которые там работают, скажем так, в кавычках, она тоже изменяется все время. Постоянно ищутся новые подходы, постоянно люди хотят сделать свой продукт более полезным, да, для всего человечества. Вот количество пользователей, вы сказали, 800 миллионов. Это цифра какая-то константа, или оно постоянно растет, или, может быть, уменьшается? И очень интересно, какие темы самые запрашиваемые? Ну, Википедия практически с момента своего создания остается одним из самых посещаемых ресурсов мира, интернет-ресурсов. Она всегда в десятке самых посещаемых, несмотря на то, что в отличие от других таких сайтов крупных, да, она не привлекает рекламные деньги. Несмотря на вот отсутствие такого крупного стимулятора, оно всегда в десятке самых популярных находится. Что касается просмотров, оно всегда росло первые 10 лет, наверное. Сейчас оно переживает некоторое такое плато. То есть период стагнации и стабильности. Нет, о стагнации речи не идет. Все равно развитие, и в том числе количественное, оно есть. Но поскольку уже Википедия охватила все слои населения во всех странах, то есть вот такого экстенсивного развития, уже такого впечатляющего, как раньше было, уже такого нет. Оно уже потихоньку растет, можно сказать. Ну вот вы упомянули цифру 2,5 миллиона зарегистрировавшихся пользователей, то есть людей, это только в русской Википедии, да? Которые могут редактировать. На ваш взгляд, эта цифра полностью охватывает или редакторов все-таки не хватает? Знаете, в общем, грех жаловаться на количество людей, которые хотят и делают справки. Да? Это скорее эта проблема нехватки редакторов, она характерна для языков с малым количеством носителей. Для больших, крупных языков, для английской, французской, немецкой Википедии, русской или, скажем, там, японской, китайской, такой проблемы вообще не существует. Да? Наоборот, правила Википедии и, скажем так, обычаи Википедии, установившиеся за эти годы, они слегка ограничивают количество, порог достаточно высок входа в Википедию. Новый редактор, если он не выдерживает всех правил Википедии, его правки потом откатываются. Вот это вот сдерживает, да? А что касается таких языков, где мало носителей, то там действительно нехватка редакторов чувствуется, но это скорее проблема не самой Википедии, а языка.
Если язык во всех сферах жизнедеятельности используется, то и, как правило, проблем нет. Ну а как обстоят дела с достоверностью сведений в Википедии, с их редактурой? Потому что зачастую бывают такие даже, студентов призывали не пользоваться материалами из Википедии, потому что они не всегда могут быть достоверны. Да, сейчас вообще молодежь говорит, что если чего-то или кого-то нет в Википедии, этого не существует в природе. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что все значимое, как они думают, должно быть отражено в Википедии. Да? И это правильно, поскольку, скажем так, если Википедии нет, значит не существует. Вот это имеет некоторую такую, даже если мы смотрим статьи о нашей Якутии, да, их в русской Википедии оказалось, как оказалось, говорим, достаточно мало. Даже, я бы сказал, вот мы недавно с Министерством инноваций смотрели, сколько статей в Википедии есть, про касающихся Якутии, якутян, оказалось удручающе мало, всего 3000, чуть больше, да? Тогда как в самой русской Википедии 1,5 миллиона статей. То есть даже доли процента информации о Якутии не занимает Википедия. Да? И вот это вот нас немного напрягает, но это все обусловлено тем, что в таких крупных Википедиях очень строго подходят к критерию значимости. То есть, если человек значим, если событие значимо для всего пула русскоговорящих, то только тогда эту да, статью, скажем, их пускают. очень много как в самой России, так и во всем мире, то только тогда вот эта статья имеет право на существование. Вот эта вот проблема существует. Да? И вот поэтому мы хотим сейчас немножко пытаемся какие-то подходы к этой проблеме найти, чтобы в регионе значимые вещи региональные находили какое-то свое место в общей Википедии, в английской, допустим, в той же русской Википедии. Мы должны сейчас над этим поработать. Дело в том, что действительно, да, высказывания такие среди профессорско-преподавательского состава достаточно часто мы слышим о том, что не нужно использовать Википедию в своих научных студенческих работах. Да? Но я бы хотел сказать, что это обусловлено тем, что Википедия доступный очень ресурс. То есть преподаватели хотят, чтобы студент работал, чтобы он работал с первоисточниками, да? Не просто готовенькое взял в Википедии и все выложил, да, искать информацию, сам, обобщать. Да, сам искал эту информацию и в процессе этого поиска научился вычленять главное из всего этого информационного мусора. Да? И поэтому мы поддерживаем вот такое стремление преподавателей, которые говорят, что ищите первоисточники. Это первое. Да? Второе, мы хотим, даже идем дальше, да? Мы хотим, чтобы преподаватель сам университет, институт использовали Википедию в своей деятельности, в учебной деятельности. Тогда получится, что студент не будет какой-то скучный реферат писать, который даже сам преподаватель не считает, он просто пролистывает и ставит зачет. Да? А тут, если преподаватель даст задание этому студенту написать статью с нуля, либо улучшить существенно уже существующую статью в Википедии, то в таком случае и само общество получит большой плюс в виде этих знаний, да, и студенту будет интересно писать,
потому что он делает это для людей, не для закорючки какой-то в зачетке, да, которая потом забудется. Вот поэтому призываю, наверное, и студентов, и преподавателей университета активнее внедрять новые технологии в свою деятельность. Николай Николаевич, я благодарю вас за беседу, желаю Википедии успешного развития, ну а вам успехов в вашей работе. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». В гостях у нас был руководитель общественного движения «Википедия Саха», администратор Саха Википедии и Саха Вики Цитатника Николай Павлов. До встречи в эфире.